продолжаем. Так вот, первым вопросом, которым мы должны заняться, это каким образом происходит свет, откуда он берется, собственно говоря, и что это такое фотон света. Потому что то, что написано у оптиков, вообще говоря, совершенно не соответствует теоретической физике как таковой. Потому что теоретическая физика вообще не занимается структурой фотона, не занимается его происхождением. Например, вот известно, что свет отражается от металлического зеркала. Вот металлическое зеркало, а вот идет свет, и вот он, значит, отражается. Угол падения равен углу преломления. Но спрашивается, что такое отражается? Ведь возникло представление о том, что свет, так сказать, поглощается электронами и переизлучается. Понимаете? Это более устойчиво, чем он просто отражается в качестве прямого удара. Ну, какой-то ответ надо на это дело давать. Скажем, допустим, дифракция, когда свет, значит, уклоняется в сторону тени. Объяснение самое маловразумительное. А ведь это физическое явление существует, и значит, любой претендующий, та же самая эфиродинамика, должна объяснить это явление. Вот почему оно происходит. Ну и так далее и тому подобное. Значит, беда нашей теоретической физики как раз заключается в том, что она ничего объяснять не собирается. Она в лучшем случае описывает. А математические формулы – это то же самое описание, только не словами, а формулами. И насколько оно правильно, насколько, так сказать, но самое главное, что формула, никакая формула не объясняет, почему это происходит. Вот в чем дело. А нам дальше нельзя без этого. Потому что, не понимая, мы упускаем очень большие возможности.